Всем привет! Это проект «Инсайдеры» — цикл видео о людях, которые работают в крупных корпорациях. И они расскажут о работе компании изнутри. Всем привет, меня зовут Руслан Тыкушин, я заместитель генерального директора компании Майтон. Расскажите о том, как вы начали свой путь в компании. Путь у меня был довольно интересный, потому что до этого времени я работал школьным учителем английского языка. Я выпустил несколько учеников, которые успешно сдали экзамены, и я подумал, что хочется чего-то, более креативного, дальше двигаться. Безусловно, профессия учителя очень хорошая, она меня до сих пор, я тепло о ней вспоминаю, но хотелось бы чего-то еще больше. И я вспомнил, что же я люблю по жизни. И, конечно, первым делом всплыли игры, и я узнал, что у нас есть компания Майтона, и решил попробовать себя в качестве копирайтера. Была интересна такая вакансия. Копирайтер — это тот человек, который пишет тексты для компании. Попробовал себя, полгода работал копирайтером, и компания решила отправить меня в числе нескольких ребят на конференцию White Nights Санкт-Петербург. Мгм. И мне довелось там постоять за стендом, пообщаться с людьми. Очень много интересных знакомств там было. И компания заметила, что я очень хорошо общаюсь с людьми, у меня получается с ними ладить, и меня перевели в пиар-менеджеры. Дальше было еще интереснее, потому что это организация мероприятий, знакомство еще большим количеством людей. А вот с января этого года меня перевели на должность заместителя генерального директора. Итак, я здесь с вами. А как можно сформулировать миссию компании Майтона? Миссия компании, она у нас уже сформирована. Это осчастливить мир с помощью наших игр. Но на самом деле миссия — это такой важный аспект для любой компании, а у нас вот он сформировался органично. Миссия состоит из кто мы, что мы и для чего мы. Ну, мы все здесь игроки, все здесь сами любим делать игры, сами любим играть в игры, в том числе и в наши игры. И мы понимаем, что игра — это такой своеобразный уход небольшой от реальности. Тем более вот в текущем положении дел, когда весь мир на локдауне, все очень плохо относительно прошлых лет. И вот игры дарят такую возможность, частичку счастья. И вот мы вкладываем свой труд в это, и получается, что игры дистрибутируются на весь мир, во всем мире играют в них, и получается, что весь мир мы немножечко, чуточку, но делаем счастливее. И нам это самим очень приятно. Эта миссия движет нами всеми, и мы активно ею пользуемся в наших сердцах. В гейм-индустрии существуют такие специфичные профессии, как игровой аналитик, игровой баунсер, сценарист. Чем занимаются эти профессии? Вот чем прекрасна игровая индустрия, она растет семимильными шагами постоянно, и постоянно открываются новые направления, появляются симбиозы профессий, получается смежные, и очень интересно. А самое интересное, что порог входа в эту индустрию довольно низкий, то есть каждый, кто хочет, может попасть в нее. Мгм. Что касается балансеров, это такие удивительные ребята. Для них важно знать таблицы, Excel, Google Spreadsheets, знать SQL, математический подход, а сами они занимаются тем, как сделать все-таки идеальный баланс в игре, то есть чтобы игрок не слишком быстро проходил уровень, не слишком сложно для него было, не чтобы он не, как бы это сказать, чтобы он задерживался в игре подольше. Мгм. А все мы знаем, что идеального баланса достичь практически невозможно, если вообще это возможно. Ведь в силу возможностей каждого игрока та или иная часть будет ему казаться слишком сложной или слишком легкой по сравнению с другим игроком. Но наши ребята стараются, как и все балансеры по всему миру. Что касается сценаристов, это очень талантливые ребята, которым важно иметь за собой багаж какой-то определенных знаний в литературе, можно даже в журналистике. Они отвечают за
все тексты непосредственно в игре, будь то описание, диалоги и различные реплики, но и они еще также придумывают и прописывают персонажей. То есть их Мгм. задача — это создать уникального, запоминающегося персонажа, который зацепит игрока. У них тоже очень важная задача. Также у них входит в их обязанности это контроль за лором игры. То есть чтобы ничего не отклонилось, внезапно не появился какой-нибудь демон в мире, где там пещерные люди находятся. Вот, чтобы все было целостно и красиво, это тоже их задача. Переходим к аналитикам. Вот если балансеры приводят все в идеальное равновесие, а сценаристы придумывают мир и лор, то игровой аналитик должен посмотреть, как ведут себя показатели. Например, если мы добавим в какую-то игру, например, определенную фичу или изменим шрифт, как это отразится на игроках. Это вот такие современные детективы в мире геймдева. Они должны разобраться, вот, казалось бы, как посчитать, что какому количеству людей понравился шрифт. И Мгм. вот они с этим необычным подходом идут, выискивают, находят информацию и передают проекту, чтобы проект развивался в правильном русле. Если какая-то деталь не работает, лучше ее переработать или от нее отказаться. И вот они смотрят на все эти показатели, проводят анализ и передают для проекта, чтобы он развивался и становился все лучше и лучше. А куда можно пойти учиться? Вообще, вот я ранее сказал, игровая индустрия, она вот прощает такие ошибки, как неправильный выбор образования. Здесь все решает сам человек. В большинстве случаев на высшее образование, оно, конечно, безумно важно, оно будет галочкой в вашем резюме, но в первую очередь смотрится на таланты и способности человека. В основном все обучение можно получить в интернете. Сейчас очень много курсов различных. Но не стоит забывать, что ни одна книжка, какая бы она супер классная ни была, не заменит опыт. Мгм. Поэтому то, что написано в книжке сегодня, может быть уже не актуально завтра. Поэтому надо на своем собственном опыте, на опыте других людей стараться все это догнать и познать. Как можно стать частью вашей команды? Как правильно оформить резюме и пройти собеседование? Бытует мнение, что это очень трудно, но на самом деле нет ничего проще, чем быть профессионалом, составить грамотное резюме и отправить его к нам. Дело в том, что вот составление резюме — это одна из самых, если не самая важная подготовительная работа к поступлению на работу. Мгм. И поэтому на резюме надо уделить особенное внимание. Туда надо вложить обязательно все, что может пригодиться, как бы глупо это вам ни казалось, но оно поможет составить портрет кандидата, прежде чем его пригласить. Ну и не стоит забывать, конечно же, про визуальное оформление, чтобы все было гладко, лаконично и понятно. У нас такая процедура. Отправляется резюме. Если человек по резюме подходит, ему отправляют тестовое задание. После того, как он пройдет тестовое задание, и если он с ним успешно справился, его приглашают на собеседование. И тут уже важно показать себя как человека. Здесь важны будут открытость, доброжелательность, честность. Ну, все как и в культурном обществе. Если человек хороший, это сразу видно. Поэтому важно быть самим собой, быть открытым, ну и, конечно же, гореть желанием работать. Недавно восстало 1000 майтоновцев. Наверное, сложно поверить в то, что компания, которая когда-то начиналась с 2 человек, сейчас насчитывает такое большое количество работников по всему миру. В чем вы видите стратегию успеха вашей компании? Да, я вот не знаю даже, как представить себя на месте Алексея и Афанасия, когда вот они начинали. Возможно, у них была идея, а может быть, все это так сложилось удачно. Мгм. Когда я пришел, только-только стало 300 человек. Я думал, это уже огромное количество людей, и ну, на этом, получается, будет замедленный рост. Но нет, в следующий год он удвоился, потом еще и еще, и вот мы отметили 1000-ную отметку. Казалось, даже мне, пришедшему, когда было 300 человек, казалось это чем-то невероятным. Ага. Но зато теперь у нас это не просто 1000 сотрудников, не просто 1000 майтоновцев, а это 1000 друзей по всему свету. То есть где бы ты ни был, ты всегда знаешь, что вот в этом месте есть твой товарищ, и к нему можно обратиться за помощью, и он тебе всегда поможет. А что касается стратегии успеха, ну, здесь важно любить то, что ты делаешь, и делать это качественно, не забывать про то, для кого ты это делаешь.
Потому что большинство из бизнесов, они построены так, что в основе всего стоит заработок. Мгм. А здесь заработок уходит на второе место, а здесь возможность проявить себя творчески и сделать что-то, можно сказать, даже великое, что-то классное для этого мира. И вот, опять-таки, оглядываясь назад на нашу миссию, сделать его счастливее. А что может быть круче, чем повлиять на мир с помощью того, что ты делаешь? А что вы можете рассказать про тимбилдинг и отношения внутри коллектива? Но до этого всего у нас постоянно были различные корпоративные мероприятия. Это походы в кино совместные, совместные праздники. Постоянно все вместе их собирались в офисах, праздновали. У нас есть еще такая классное мероприятие внутреннее Майтон-Акон, где мы собираем всех майтоновцев со всей земли в Якутске. Э, Безумно классно проводим время. Это много мастер-классов, много общения, интенсивная работа. Ну и просто шанс провести время вместе с теми, кто в других городах находится. И сразу видно, как вот если до Майтон-Акон ребята находятся на таком уровне, и сразу после Майтон-Акон происходит вот такой кардинальный всплеск роста. Мгм. Все прокачиваются, все сплочаются и не забывают друг о друге. А вот с переходом, казалось бы, да, когда вот 1000 человек перейдет на дистанционный режим, все будет гораздо труднее. Это значит никаких встреч, это трудности с коммуникацией, это трудности с проведением мероприятий. Но все возможно, когда ты этого хочешь и когда ты стараешься это сделать. Поэтому сейчас у нас мы сохранили и даже увеличили общение между ребятами. У нас утренние созвоны, у нас по проектам созвоны постоянно проходят, мы постоянно видим друг друга, как сейчас мы с вами. Мы видимся с новыми участниками команды постоянно. И чтобы не забывать о курсе компании, у нас ежеквартально проходят общие созвоны, где все ребята принимают участие. Мы подводим итоги того, что было за этот квартал, и того, что будет на следующий. Вот. И Здорово. так создается, вот с помощью всех этих инструментов создается такое единение, и как будто мы и не расходились. Как проходит сотрудничество со школами и институтами? Сейчас такой период, когда все опытные сотрудники уже устроились на работу, молодых кадров расхватывают, и по всей индустрии сейчас голод кадров. И чтобы сделать новые кадры и заодно помочь молодежи, мы инвестируем в будущее путем вот сотрудничества со школами и университетами, чтобы дать им полезный опыт и, самое главное, практичный опыт, который позволит им быть уже готовыми в какой-то степени, чтобы попасть на работу в IT-компании, в игровые компании, чтобы сразу можно даже сказать, со школьной скамьи или с университета сразу попасть на работу. Мгм. Ну, по крайней мере, повысить их шансы. Мы сотрудничаем, если говорить про Якутск, это обязательно ИМИ, ИСФИР, а, колледж инфраструктурных технологий, технологий дизайна, художественное училище. В Иваново это у нас колледж Малютина, политехнический университет, в Санкт-Петербурге ИТМО. Помимо этого прочего, мы еще в школах ходим с профориентационными какими-то выступлениями, чтобы дети могли сразу определиться, может, им это подходит, или то, или другое. Может, они найдут себя при помощи наших выступлений. А для тех, кто постарше, вот именно где курсы проводят, мы уже полезно свой опыт даем. Как в компании Майтона проходят стажировки? Стажировки очень весело. Мгм. На самом деле. Ребята приходят туда, чтобы получить более углубленные знания уже непосредственно в производстве. А механизм там простой. Мы открываем стажировку и публикуем новость о наборе в наших соцсетях или на сайте. Те, кто следят за нашими страничками, сразу получают уведомления о том, что здесь будет. Кстати, подписывайтесь на наши странички, тогда вы сможете узнать, когда будут открыты стажировки. Вот. Ребята проходят, им также отправляется тестовое задание. Если они проходят его, они назначаются на стажировку. Во время стажировки они обычно у нас длятся 2-3 недели. К ним закрепляется профессионал по этому направлению, который обучает их, дает им задания, проверяет, дает какие-то
отзывы, фидбэки, чтобы их прокачать. Всего у нас примерно прошло 250 человек стажировки, из них порядка более 70 устроились благодаря стажировкам в нашу компанию. Остальные получили полезные знания и продолжают свой путь дальше. Существует такое расхожее мнение, что игры — это только развлечения. Могут ли игры быть частью образовательного сегмента? Даже видел научные исследования на эту тему, что игра позволяет мозгу сохранять свою молодость гораздо дольше, если ты не играешь в игры. Более того, игры позволяют развивать реакцию, быстроту мышления, остроту мышления. Например, те же стратегии или игры в жанре файтинг, которые развивают моментальность принятия решений. Те же шутеры, даже которые постоянно ругают, всякие стрелялки, Мгм. говорят, что это все плохо. На самом деле нет, они позитивно сказываются именно на а, функциях мозга. Они позволяют и человеку больше, ну, быстрее принимать решения. А командные игры, соответственно, позволяют больше проникнуться в командным духом и принимать решения вместе с командой. Потому что все, как и все в нашей жизни, э, там, один в поле не воин, как говорится. Пример. Большая команда, и все играют вот целиком командой. Нету одиночек, которые вот будут идти против системы. Мгм. Поэтому игры являются очень хорошим. Конечно же, все в меру должно быть, но они являются хорошим тренировочным устройством для вашего мозга. Некоторые даже а, учебные заведения проводят те же самые уроки в играх. Например, в "Майнкрафте" проводились лекции по архитектуре. Некоторые учителя по истории берут игры, как, допустим, Assassin's Creed, вот все эти исторические игры. И на основе них они, конечно, предупреждают, что это все есть выдумка, но в них есть доля и реализма. Тем самым им проще зацепить ученика, чтобы он через игру, возможно, изучал историю, а может быть, через игру как-то не знаю, медицину, тот же симулятор хирурга. Это хорошо может в ребенка заложить какие-то определенные знания и, возможно, желание изучать эту профессию дальше. А какие книги по гейм-девелопменту и гейм-дизайну вы можете посоветовать? Могу порекомендовать книжку «Искусство геймдизайна» Джесси Шелл, книжку «Играй» от Тристана Донована и «Время игр» от Евгения Подшибякина. Но вообще их можно найти всех легко в сети. Но я уже говорил раньше и повторяюсь, ни одна книжка не убережет от ошибок и не гарантирует не дает стопроцентную гарантию успеха. Здесь все будет решать собственные пробы и ошибки, собственный опыт, ну и, конечно же, умение держать руку на пульсе игровой индустрии. Сейчас многие компании поддерживают профессиональное обучение своих сотрудников. Например, если вам нужно взять какую-то книгу из библиотеки, какие меры поддержки есть у вас? Да, действительно, у нас есть и оффлайн библиотека, и онлайн библиотека. Ребята регулярно заказывают книжки, ну, делают заявки на книжки, компания их обеспечивает. Все можно, ну, желательно, конечно, это в электронном виде, чтобы все могли, но есть, те книжки, которые электронно не достать, либо просто потому, что она физически приятнее. А для тех, кому нужны курсы непосредственно внешние, компания их оплачивает по мере надобности, оценивается, действительно ли это поможет сотруднику стать лучше. Если да, то компания их оплачивает. Помимо этого у нас также есть и внутренние курсы. Ребята сами проводят обучающие программы. Например, недавно была целый цикл по геймдизайну. Я тоже в нем принимал участие, полистал, почитал, и вот стало интересно самому вовлечься вот во все это. Здесь вообще вот такая особенная магия, когда ты видишь ребят слева, справа от тебя, или даже вот в условиях дистанционной работы, ты видишь, как ребята прокачиваются, и ты сам волей-неволей тоже начинаешь расти. И желать, главное, расти дальше. Как проходит процесс разработки игр? Идея может родиться у любого сотрудника, и мы всегда открыты для таких идей. Получается, всегда создается такой документ, в котором прописываются основные механики,
э, жанр, сеттинг, лор, для кого игра, в каком стиле. Хотя бы черновые вот эти все наброски делаются, потом они обсуждаются. Если игра кажется перспективной какой-то, то для нее собирается чуть небольшая команда, в которой начинается прототипирование, обсуждение, создание какого-то базового концепта. И если он на этой стадии показывает свою пригодность, то дается зеленый свет, и игра начинается полностью, ну, идет в разработку. Какие советы вы можете дать молодым ребятам, которые хотят попробовать себя в сфере IT? Во-первых, нельзя туда попасть, если ты не любишь игры. Получается, автоматически, какие бы они ни были, на консолях, на мобильных телефонах, на планшетах или на ПК, важно любить вообще игры в целом. Это дает большой ну, пласт знаний, допустим, понимание механик, понимание сюжетов, то, что работает и что не работает. Так или иначе, если вы даже сильно не задумывались об этом, а просто играли, они у вас все равно где-то откладываются, эти знания. А дальше то, как вы примените их и в каком направлении, зависит только от вас. Здесь нет такого, что тебе, прежде чем устроиться в компанию, надо пройти 7-летнее обучение, получить диплом, какой-то сертификат, какую-то бумажку о том, что ты можешь там работать. Нет, тут все зависит от самого человека. Важно не сдаваться на этом пути, потому что все вот сейчас все открыто. Все источники информации, все примеры, все какие-то полезные статьи, все это есть в интернете. И важно просто подобрать себе то, что тебе по душе, и углубиться в изучение этого. Допустим, у меня вот есть всегда история про то, как вот, ну, один из моих коллег сейчас, он работал барменом, работал механиком, ремонтником, но в свободное время он изучал Unity, просто изучал для себя. И в какой-то момент он решил, что дай-ка я попробую. Я поизучал это все, да, я попробовался, и вот теперь он у нас, и он один из старших программистов компании. Поэтому все зависит от вас исключительно. Здесь нет ничего сложного, здесь есть огромные шансы повлиять на мир, изменить мир и оставить в нем, в истории этого мира какой-то свой след. Поэтому ничего не бойтесь, если что-то непонятно, спрашивайте и просто смело двигайтесь к своей цели. Это был Руслан Тукушин для проекта «Инсайдеры». Подписывайтесь на канал Smart Библиотеки 2.0.3, на наши соцсети. Я был рад с вами пообщаться. Надеюсь, вам понравилось. Всего доброго. Пока.